Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Здравствуйте, дорогие телезрители! Исянмысыз! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». На улице прекрасная погода, середина лета, и мы начинаем наше кулинарное путешествие по районам Республики Татарстан. Сегодня мы в Тюлечинском районе. Кстати, село Тюлечи было основано в далеком 1560 году. Тюлечинский муниципальный район. Муниципальное образование в центральной части Республики Татарстан. Район был образован 10 февраля 1935 года. Административный центр – село Тюлечи, расположено в 78 километрах от Казани. Район граничит с Сабинским, Мамадышским, Рыбнослободским, Пестричинским и Арскими районами Татарстана. По территории района протекает река Мёша, имеются месторождения строительных камней, извести и торфа. Сейчас в районе проживает более 14 тысяч человек. Население Тюлечей – около 3000 человек. За моей спиной излюбленное место отдыха тюлечинских жителей – парк Лебединое озеро. А для самых маленьких здесь имеется мини-зоопарк. Одно из самых популярных блюд Тюлечинского района – это душмак. И прямо сейчас небольшой мастер-класс. А проведет его для меня самый известный повар Тюлечей Лилия Хабибуллина. Исянмысыз. Исянмысыз. Лилия Ханым, рассказывайте, как будем готовить душмак. Сейчас я вам расскажу, но прежде чем рассказать, я вам подарю кепку, что вы у нас в гостях. Вот, нормально, телящий деп язган, меняем. Сейчас мы готовы. Я поставила дрожжевое тесто. Для начинки надо будет картофельное пюре. Так, мы уже его приготовили. Начинаем? Итак, начинаем. Для этого говорим бисмилля рахман рахим. Хорошее настроение у нас. Я достаю тесто. Так. Катаем вот такие комки. Угу. Ставим, чтобы они немножко попыжились. Так. Раскатываем тесто. Вот так примерно. Так, давайте один попробую я. Получается? Получается еще как. Так, готово. Готово. Основа для душмака готова. Берем начиночку. Ну, самая популярная начинка душмакта – это картошка. Картофельное А пюре. бывает другой вариант какой-нибудь? Это раньше делали с пшеном. Сейчас будем собирать их. Самое интересное начинается. Как же собирается душмак? Берем вот так тесто. Ага. Мгм. Вот так и защемляем. И пошел процесс. И по кругу. Так, И придавливаем. вот, что получилось у меня. Итак, слева это казанский вариант душмак, и справа тюлечинский. Сейчас мы отправляем душмаки в духовочку, и через 15 минут мы это попробуем. И через 15 минут у нас получились вот такие красивые, вкусные, сочные душмаки, которые, кстати, мы смазали растительным маслом, Да. а также в серединку добавили Яйцо. яйцо. Итак, бисмилля, это пробуем. Опа, горяченько, аккуратненько. Ну, Лилия, апа, внимание. Вкусный? Бекзур Рахмет. Вот он, настоящий тюлечинский душмак. А кроме этого вкусного душмака, Лилия апа готовит еще массу различных вкусных татарских блюд. Не верите? Приезжайте в Тюлечи и попробуйте. Площадь сельскохозяйственных угодий района около 60 тысяч гектаров. В том числе примерно 48 тысяч – это пашни. Население занято в основном сельским хозяйством. С целью увеличения молочного поголовья реализуются районные программы по поддержке фермеров и личных подсобных хозяйств.
Хозяйства района ежегодно добиваются наилучших показателей по производству мяса, молока, зерновых культур. Развивается в районе и промышленность. По экспертной оценке Агентства стратегических инициатив, Тюлечинский район признан наиболее привлекательным для инвестирования и успешным в развитии малого и среднего бизнеса. В Тюлечинском районе активно развивается промышленность. И сейчас мы с вами находимся в промышленном парке Тюлечи. В 2012 году был создан промышленный парк Тюлечи, где сегодня уже 8 резидентов производят и реализуют свою продукцию. А сейчас мы находимся на заводе, где из старой никому не нужной резины изготовляют тротуарную плитку и специализированные покрытия. Парк обеспечен сетями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, дорогами. Дорогие друзья, мы находимся на заводе по производству изделий из пластика. Схема такая. Берем нижнекамский полипропилен, используем современное оборудование и в итоге получаем качественные современные вещи, которые пригодятся каждой хозяйке. Реализация проекта промышленного парка стала катализатором развития всего района в целом. Увеличился спрос на гостиничные услуги, услуги общественного питания, торговли. Славится на весь Татарстан и скакуны, выращенные в Тюлечинском районе. Здесь, на просторах Тюлечинского района, расположилось крестьянско-фермерское хозяйство, где выращивают настоящих племенных скакунов арабской и английской породы, которые еженедельно участвуют в скачках и побеждают. Дорогие друзья, я напоминаю, мы сегодня находимся в гостеприимном Тюлечинском районе. И сейчас я познакомлю вас с поваром с 30-летним стажем. Встречаем Наджия Набиуллина и Исян, миссис Наджия ханым. Исян, миссис Руслан. Абау, это мне? Это, да, вам гусь. Каклаган каз, вяленый. Бекзур Ахмад, большое спасибо. Очень приятно вас видеть в нашем районе. Это подарок от Тюлечи. О, ну и самое главное, тюбетей. Бекзур Ахмад. Ну, я думаю, еще один подарок будет от вас. Это вкусный обед. Мы как раз сейчас с дороги. Чем будете кормить казанских гостей? Мы сегодня приготовим шурпу из баранины. Это на первое. И брай бельше с полвой. На второе. Наджия ханым, с какого блюда мы начнем? Мы начнем из шурпы. Сейчас мясо закидываем. Возьми, Вот я пожалуйста, смотрю, Руслан, мясо. свежее Помоги, мясо. пожалуйста. Это баранина, молодой баранина, ребрышки, Так, шурпу. Открываю я казанчик. казан, помогаю. Наджия, подскажите, почему у нас вода не кипит? Это холодная вода? Это холодная вода, потому что для бульона вода должна быть холодной. Бульон. Это самый главный Ну, бульон. я держу, помогаю вам. Давайте, я ложу. Это вместе. Бисмиллахи-рахмани-рахим. И опускаем мы. Пускаем. Ну и, кстати, очень удобно. Не обжигаешь руки, Да, бульон да. не горячий, а вот костер горячий. Костер настоящий. горячий. Сколько мяса сейчас должно кипеть? Мясо после кипения, как закипает, снимаем пену. Потом где-то час должен томиться. Потом ложим картошку, лук, Ну, морковь. дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Сейчас, Руслан, начнем пока брай бельше готовить. Итак, мы начинаем готовить бурай бялиши. Брай бельше. Вот я смотрю, здесь филе. Да, филе. Это Говядина. филе говядина. Мясо, Руслан, кубиками, мелкими кубиками, как для треугольника, такими кубиками. А я пока, Руслан, если нарежешь мясо, я буду делать тесто пока. Так, Руслан, подай, пожалуйста, мне муку. Так, ну муки нормально здесь. Да, муки на человек на нормально. 150 набялишь. Так, Запасов, вижу, запасов. здесь я дрожжи, масло, Спасибо. ямарка, Вот воды стакан, пожалуйста. стакан воды. Соль, пожалуйста, подай. И подсолнечное масло. Пожалуйста. Все готово для того, чтобы делать тесто. Для того, Бисмиллахи-рахмани-рахим, начинаем. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Наджия ханым, расскажите нам, как 30-летний повар со стажем, что вы еще готовите и откуда любовь вообще к кулинарии? Кулинария, любовь у меня... Я закончил училище сначала, когда была Акчарлак. В Казани? В Казани, да. Закончила, 2 года там училась. Потом я заочно закончила торговый техникум. И вот все время поваром работаю. Ну вы из Казани опять вернулись в Тюлечи и работали здесь? Да, в Казани работала я в Казани. Потом на севере были лет 10. А потом мы приехали вот То есть сюда. душа всегда хотела в Тюлечи? Да. Потому что Тюлечи очень нравится мне. Народ очень хороший, трудолюбивый. Ну вы, получается, профессионально работаете поваром здесь? Да, профессионально работаю. Где готовите? Как готовите? Для кого готовите? И мы сейчас для тюлечинцев готовим треугольники, шмак, брай бэлиши, лак бэлиш, перемечи,
пирожки, разных пирожки с луком, с картошкой, с повидлами, разные сортов. То есть любой каприз. Можно вообще Любой прийти вам каприз, заказать да, хоть там заказать балиш с любой всё, начинкой. Все можно, все. А вот в детстве, когда вы были маленькой девочкой, тоже мечтали стать поваром? Или врачом, например? Так, я хотела швеей быть или поваром. А вот когда вы маленькие были, что вы сами любили кушать? Пельмени, в детстве пельмени любила я. Мама-то что готовит? Вот раньше брали беляш, полба беляш. Раньше готовили ее без мяса, с этим куряга, чернослив. То есть он лук. сладкий был? Он сладкий был, и большой балиш делали. У меня мама часто делала это балиш, вот этот с полбой. Ну, а вообще вот полба откуда она появилась вот, в Тюльчинском районе? Полба – это же дикая пшеница. Сейчас очень любят барай-балишин. То есть можно сказать спокойно, что в Тюльчинском районе бурай белян балиш победил балиш с картошкой? Да. Так, тесто у нас готово. Тесто у нас готово. Сейчас разделим мы ее на большие уже маленькие кусочки делаем. Вот так. Маленькие шарики делаем. Так, вы проверьте, Наджия Ханум, как у меня мясо. Молодец, Руслан, молодец. Как будто 30 лет Как будто стажем. 30 лет в Тюльчах живешь. Да, 30, как будто ты барай-балиши готовишься. Вы расскажите нам вот о своем районе. Район у нас животноводством занимается, выращивает зерновых культур. Очень много сейчас фермеров, которые разводят гусей и барашек. Вот, например, сегодня мы готовим шурпу из барашек, который вырастил тюльчинский фермер. Гусей подарил я вам. Это лично я сама готовила. Мы сами у каждого хозяйства есть гусей, уток. А сколько вот надо времени, чтобы вот гусь из маленького такого вырос большого? 3 месяца. Вот чем живет тюльчинский народ. Тюльчинский народ, да. Отдыхать времени фермеров даже нету. очень много тоже гусей, которые разводят по 100, по 150 голов. Очень много готовят, потому что народ трудолюбивый. Наджия, мясо у меня готово. Что делаем дальше? Сейчас делаем фарш. Вот готовый полба тут. Полба – широко распространенная на заре человеческой цивилизации зерновая культура, древний вид пшеницы. Выращивалась полба еще в Древнем Египте, Древнем Израиле, Вавилоне. В России полба издавна возделывалась в Волжско-Камском регионе, где ее выращивали чуваши, удмурты, башкиры и татары. Каша из полбы имеет приятный ореховый аромат и невероятно полезна, особенно для детей. В полбе более высокое содержание железа, протеина и витаминов группы В, чем в обычной пшенице. Она содержит 18 незаменимых для организма аминокислот, которые не могут быть получены с животной пищей. Благодаря низкому содержанию клейковины, людям, страдающим аллергией на глютен, можно включать полбу в свою диету. В последнее время полба вновь завоевывает популярность в мире. То есть полбу мы отварили, остудили уже? Да, полбу отварили, остудили. Добавляем мясо. Добавляем мясо. Это будет начинка нашего Да. беляша. И добавляем мы жареный лук. Жарим до золотистого цвета, вот видите, как он. Соль, перец. Кроме животноводства, скажите, пожалуйста, чем еще славен наш Тюльчинский район? Овощеводство. Овощеводством занимается. Выращивает картофель, капуста. То есть, получается, поля у вас не пустуют? Поля у нас не пустуют. Либо коровы бегают, барашки, либо капуста растет с картошкой, Да, либо вот. сабантуй там делают. Сабантуй Кстати, делаем. сабантуй вот совсем буквально месяц назад у вас прошел. Да. Есть какие-то традиции в Тюльчинском сабантуе? Очень любим гостей. В этом году у нас приезжали, вот, например, из Крым-Бахчисарай приехали гости, Астрахана приезжают гости, из Туркмении приезжают гости, из Урала приезжают. Очень много, я уж не буду считать. Много приезжает, мы их любим, они нас любят. Сабантуй у нас, я посмотрела некоторых районов, я считаю, самый лучший у нас Сабантуй. Слушай, сабантуй в Тюльчинском? Да, В каждом самый районе так говорят, у нас в районе самый лучший сабантуй. Да. А чем вы их кормите-то? То же самое все? Или на сабантуй какие-то есть блюда специальные? И тут мы готовим. И беляши разные, из полбы, из тыквы, баранин вот готовим. Конин обязательно каждый год, свежую конину для сабантуя. Приезжайте, мы очень любим гостей, приезжайте. Алла берса, приедем. Наджия Ханым, начинка у меня готова. Вы сделали прекрасные пласты теста. И после небольшой паузы мы продолжим готовить тюльчинские бурай беляшлары. А я напоминаю, что мы сегодня гостим в Тюльчинском районе и готовит для нас уважаемый повар Наджия Набиуллина, Наджия Ханым. Готовим мы с ней сегодня бурай беляшлары, маленькие вкусные беляшики с полбой. Да. И кроме этого у нас еще на костре шурпа. Ну, к шурпе мы вернемся буквально через несколько минут. Сейчас самое интересное. Да. Как же все это формируется? Да, вот сейчас, Руслан, положим туда фарш. Начинка фарша у нас полба, говядина и жареный лук. Начинки в тюльчах не жалеют, молодцы. Сверху мы накрываем крышечкой и все
все это Вот защипываем? это бялиш. Сейчас, Нож, секунду. нож, пожалуйста. Так. Вот так мы это их ставим туда. Что мы потом, когда он готовый будет, Руслан, туда сливочное масло польем. Так, Вот ну-ка, настоящее. пожалуйста. Давай, Хазир. Всего лишь несколько секунд прошло, и мы сформировали маленький, красивый тюлячинский бялиш. И не забываем про крышечку. Она нужна специально. Когда у нас бялиш приготовится, мы нальем вовнутрь сливочное масло. Давайте один попробую сделать я. Давайте, Руслан. Хазир. Хорошо. Вот. Наджия Ой, Ханым, вы знаете, молодец. что сейчас большинство молодежи не только сидит дома за компьютером, но и очень любит спорт. И я знаю, что Тюлячинский район, он один из первых самых спортивных районов нашей республики. Особенности в направлении борьба на поясах. Самые сильные борцы – это борцы Тюлячинского района. И говорю это я не просто так. Рассказывайте. Да, Руслан. У нас в том году, в декабре, был чемпионат мира по борьбе в поясах. Участвовали 16 стран. Мы даже там были, мы кормили этих... Вы кормили вот этих чемпионов? Да, мы кормили этих Вот в чем секрет тюлячинских борцов. Да, мы Я все это кормили. пошаталар, поэтому они везде выигрывают. Да, они выигрывают. У нас, конечно, борцы молодцы. У нас не только борцы, у нас и хоккеисты очень славятся. Они несколько раз стали чемпионом по Татарстану, даже по России становились чемпионами. Одним словом, Одним словом, у нас... тюлячи и спорт – это Да, единое да, слово. да. Так держать. Наши бялишики готовы. Сейчас мы берем сковородочку, смазываем ее растительным маслом. Маслом. Так. И отправляем в духовочку. Примерно сколько это все готовится? 30 минут. Ну, а за это время мы сейчас вернемся к кастрюле и продолжим готовить нашу шурпу. Тюлячинские бурай бялишлары. Беляши с полбой. Для начала замесили дрожжевое тесто, разделили его на маленькие шарики и раскатали в лепешки. Для начинки мелко нарезали мясо, смешали с отваренной полбой и обжаренным на растительном масле репчатым луком. Посолили, поперчили. Начинку выложили на раскатанные лепешки, накрыли крышечками и сформировали бялиш. Выложили готовые беляши на сковороду и отправили запекаться на 30 минут. Наши бялишики, напоминаю, в духовочке, ну а сейчас мы добавляем шурпу. Картошку молодую, лично с моего огорода. Так, здесь морковка, мелко нарезанный лук. Мелко Все нарезанный это лук. добавляем. Картошку целиком сначала сбрасываем картошку, Руслан. Вот так. Когда вы добавляете соль? Соль добавляем в конце, вот сейчас. В самом конце? В самом конце, да. Так, ароматно, тепло. Уходить неохота даже. Да, ой, как хорошо. Сейчас закипит. После кипения 15 минут будет кипеть. После этого добавим томата, соль, специи. И после этого готовый будет у нас шурпа. Совсем чуть-чуть Попробуем. осталось. И сразу два блюда по Да. рецепту Наджины Бюлиной мы обязательно попробуем. Шурпа из баранины. Баранину опустили в холодную несоленую воду. Довели до кипения, сняли пену и томили 1 час. Затем в шурпу положили картофель целиком и крупно нарезанные морковь с луком. И варили еще 15-20 минут. Затем добавили помидоры, соль, перец и шурпа готова. Партнер нашей программы – Кукмарский завод металлопосуды. Представляет бренд Кукмара – посуду линии «Модерн». Это литая толстостенная посуда с высококачественным антипригарным покрытием нового поколения. Так и хочется поскорее взять в руки эту посуду и приготовить что-нибудь вкусненькое. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты сегодняшних блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Наджия Ханым, посмотрите, какая красота у нас. Да. И шурпа готова, и наши маленькие Барай барай-бялишлары. Вошли вас. Я беру самый красивый. Берем в ложку немножко шурпы. Ой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Теперь я понимаю, почему борцы здесь у вас всегда выигрывают. Биг тамли. Рахмет. Там. Рахмет, Руслан. Рахмет. Даже рука не останавливается. Ой, Рахмет. Руслан, я так рада, что тебе понравилось наши приготовленные блюда. Я очень рада. И я всех жду в гости Тюлячинский район. Пожалуйста, приглашаю, приезжайте все! Дослар, здесь действительно очень красиво и самое главное вкусно. Поэтому, Наджия Ханым, я решил остаться здесь у вас, погостить на неделю. Тем более у меня такой вкусный гусь ждет здесь. Да. Друзья, увидимся через неделю, и мы вновь будем в Тюлячинском районе. Сау блок, Дослар. Пока-пока. Таня.
karşak bəxtine Dile dile dilerşi Dileklerinin izgilerin Dileysindir dilerşi Bizge karşak bəxtine Dile dile dilerşi Dileklerinin izgilerin Dileysindir dilerşi Bizge karşak bəxtine Dile dile dilerşi Dileklerinin izgilerin Dileysindir dilerşi Bizge karşak bəxtine Dile dile dilerşi Bizge karşak bəxtine Dile dile dilerşi